Добрый день, дорогие телезрители и радиослушатели. Рад вас видеть, слышать. Почему? Потому что вы меня видите, вы меня слышите, а у нас авторская программа «Профессор. Доступно о важном». На самом деле мы каждый раз, приглашая разного рода гостей, пытаемся раскрыть суть науки, какие направления существуют. Причем мы приглашаем в эту студию не только именитых профессоров, состоявшихся научных деятелей, но и стараемся к этой теме примкнуть и молодых исследователей. Поэтому сегодня тема нашей передачи звучит следующим образом. Молодежная наука в Северо-Восточном федеральном университете имени Максима Кировича Амосова. И у нас в гостях в студии Александр Михайлович Спиридонов, ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией полимерные композиты для Севера Института естественных наук Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, кандидат химических наук. В студии автора и ведущий профессор юридического факультета Северо-Восточного федерального университета, доктор юридических наук, профессор Александр Николаевич Ким-Кимент. А в студии нам помогают режиссеры Мария Новгородова и Николай Слепцов Айдын. Но я очень рад приветствовать своего тезку Александра Михайловича. Добрый день. Добрый день, Александр Спасибо, Николаевич. что вы согласились прийти в нашу студию. Но я всегда пытаю именитых профессоров первым вопросом, откуда вы родом, где вы учились, кому вы благодарны. Поэтому вам тоже задам этот вопрос, с вашего позволения. Я родился в славном городе Якутске, окончил школу здесь же, 8-ю школу. И, соответственно, после окончания этой школы поступил в Северо-Восточный федеральный университет. Выбор мой направление химия был обусловлен тем, что в свое время, будучи школьником в 8 классе, я встречал своего учителя химии Лидию Дмитриевну Широких, которая и привнесла в мою жизнь этот предмет, заставила его полюбить. И, соответственно, хотел бы поблагодарить своего любимого учителя по химии и пожелать ей успехов на работе и в жизни, здоровья и благополучия. Надеемся, что она нас слышит или видит, но если даже не сейчас, то вы сможете потом поделиться и ссылочкой. Ну вот химия. У людей есть такое мнение, что это очень сложный предмет и не каждому дано осилить. Вот я тоже не был силен в химии, поэтому от чего зависит? Вы говорите о своем учителе, что вас притягивало в химии? И что вы могли порекомендовать сегодня нашим школьникам? Ну, вообще в химии, как и в любом другом предмете, в школе важна роль учителя, личность его. Учитель должен, по крайней мере, предполагается, что он должен попытаться заставить человека полюбить, своего ученика полюбить этот предмет. И поэтому, как правило, те школьники, которых хороший учитель, они добиваются больших успехов в этом предмете, участвуют в различных олимпиадах, поскольку олимпиады являются знаком отличия, знаком того, что учитель действительно работает со своими учениками. И для многих предмет химия является достаточно сложным. Это показывает и количество ежегодно выбирающих ЕГЭ по химии, поскольку этот предмет является сложным, и выбирают его в основном те, которые нацелены на химическое, на поступление на химические вузы, либо на медицинские вузы. Другой вопрос, что сейчас, и давно уже распространено такое понятие, как ксенофобия, явление ксенофобия, хемофобия. Хемофобия. Хемофобия – это такая фобия, когда человек боится химии. То есть боится, смотрит постоянно, читает состав продуктов, следит за составом шампуней или мыл каких-то. И, соответственно, после этого у него начинают выпадать волосы, ему кажется, что у него все чешется, и он заболел. Вот как раз-таки интерес к химии, который проявился в школе, и когда у человека хорошо поставлено химическое образование, не позволяет ему
совершать вот таких вот опрометчивых шагов. И, соответственно, я считаю, что в школе помимо обычной химии нужно еще ввести так называемое химическое ОБЖ, которое бы позволяло избавить школьников от химофобии, и чтобы он понимал, что все, что мы едим, да и сами из того, что состоим, это все химия. И процессы вокруг нас тоже являются химическими процессами. Очень интересно. Да, действительно. Вот вы закончили химическое отделение биолого-географического факультета нашего университета. И дальше решили связать свою судьбу опять же с химией. Вот с чем это связано? Вы очень хорошо учились или у вас были какие-то наставники, которые вот на путь истины вас наставили? Я поступил в университет на химическое отделение, в Северо-Восточный федеральный университет, и с первого курса уже почувствовал, что я влился в свою среду. Это бесконечные эксперименты химические, практикумы. И на протяжении всех 5 лет обучения нас поддерживали наши преподаватели химического отделения. После этого уже, конечно же, у меня не оставалось никаких других вариантов, как поступать в аспирантуру. Учился я в аспирантуре тоже в Якутске, в Институте проблем нефти и газа, СУРАН. По окончании я, помимо того, что я учился в аспирантуре, я еще и устроился в университет, в свой же университет, работать преподавателем. Начинал с ассистента, затем по всей этой лестнице старший преподаватель, и затем уже, когда защитил диссертацию, стал доцентом. Вы доцент по должности или вы получили? Я по должности. По должности доцент. Дальше будет ваковский документ. Ждем. Скоро, надеюсь, будет все. Ну, замечательно. Вот в химии, вот для вас химия и ваше будущее, как вы можете это вот связать кратко? Что вы вот для себя ставите такой конечной целью, или есть ли у вас какая-то мечта вот именно связанная с химией, с вашей вот избранной профессией? Мечта любого ученого — это создать открыть какой-то закон, либо создать какой-то материал, если речь идет о химии, который бы изменил мир человечества. Но сейчас, когда жесткая конкуренция среди ученых, ну, как и везде во всем мире, достаточно хотя бы сделать небольшое открытие, уже мелкими шажками идти к той цели намеченной, чтобы затем уже впоследствии на основании твоих исследований были произведены какие-то новые открытия. У вас вот лаборатория называется «Полимерные композиты для севера». И вот в этой связи такой вопрос возникает: жить на крайнем севере в суровых условиях — это сейчас для вас, как научного деятеля, большая перспектива, или нужно жить где-то в центре, чтобы быть более эффективным? Как вы считаете? Или вы можете стать полезной и на весь мир показать, что в Якутии есть крутые химики? Ну, в любом случае, когда речь заходит о севере, а 30% территории России — это арктическая зона, то есть, соответственно, да, понятно, что это актуально. Изучение материалов, их поведения в холодных климатических условиях. И поскольку понятно, что речь идет о будущем государства, о том, что необходимо развивать арктическую зону, тем более при нынешнем потеплении климата, когда Севморпуть может быть круглогодично доступен, речь о том, чтобы не изучать полимеры и создавать полимеры, которые бы подходили для работы в жестких климатических условиях, не встает. Поэтому мне кажется, что это направление развивается и будет далее развиваться с ростом развития арктической зоны. Да, действительно, вот наш президент, наш общенациональный лидер Владимир Владимирович Путин говорит о том, что Арктика, будущее Арктики — это приоритет российской государственной политики. И я думаю, что вы именно в области науки поддерживаете этот тезис и способны что-либо привнести. Чем вы сейчас занимаетесь и каковы результаты вашей лаборатории? Есть ли такое прикладное значение, есть ли конкретные партнеры, может быть, вы уже что-то внедрили? Конечно, наша лаборатория занимается в первую очередь разработкой полимерных композитов, резинотехнических изделий для
которые эксплуатировались бы при очень низких температурах, в жестких климатических условиях. На сегодняшний день в нашей лаборатории были разработаны материалы, это резинотехнические изделия для северной техники, которые сейчас успешно проходят испытания в Арктике. Мы заключили соглашение с фирмой «Звезда», которая занимается производством вездеходов, и они внедряют свои резинотехнические изделия в свои вездеходы, и, соответственно, они успешно проходят эксплуатацию. Как на сегодняшний день 10 тысяч километров уже прошли эти вездеходы, и резинотехнические изделия повели себя достойно. Ну, это замечательно, тем более вот люди, которые живут в суровых арктических условиях, наверное, в этом очень и очень нуждаются, потому что не везде мы можем увидеть шиномонтаж, не везде, и это есть в каком-то отдалении. Вот здесь с точки зрения практики какие-то примеры есть вот того, что вы действительно ощущаете в этом абсолютную потребность. Чем вы можете это доказать? Ну, это очень важно, поскольку из-за того, что техника отказывает на севере, это приводит к тому, что тот проблемный узел, который сломался из-за какой-то мельчайшей резинотехнической детальки, этот весь узел приходится транспортировать с севера в центральную часть региона. Расходы на транспортировку большие, поэтому очень важно, чтобы каждая деталь в этой технике, она выдерживала суровые климатические условия. В этом и экономическая обоснованность. То есть вы начали свое партнерство с российским предприятием, но если у вас это будет идти успешно, к вам могут прийти и другие мировые производители, как вы думаете? Конечно, я считаю, что есть все предпосылки, чтобы эти изделия, они внедрялись и в фирмы, которые занимаются эксплуатацией этой техники в других странах. И поскольку мы не нашли аналогов этих изделий за рубежом, то, соответственно, я считаю, что эта тема, этот материал вообще будет являться актуальным и во всем мире. Здорово, это здорово. Конечно, то, что вы патриот, то, что вот вы живете в городе Якутске, работая в Северо-Восточном федеральном университете, занимаетесь вот таким перспективным направлением, делает вам честь. А у вас команда из чего состоит? Из кого состоит? Наша команда была сформирована при открытии нашей лаборатории в 2021 году. Туда вошли молодые ученые, которые относятся к научной школе полимерщиков университета. Состоят они как из молодых ученых-кандидатов наук, так и аспирантов, и также студентов последних курсов, которые также участвуют в разработках. То есть вот такой вот дружный коллектив. Почти 95% наших сотрудников нашей лаборатории – это ученые до 39 лет, молодые ученые. Это большая перспектива, да, возраст это значимо. А как создавалась ваша лаборатория, на основе чего? Наша лаборатория была открыта в рамках национального проекта «Наука и университеты». Данный нацпроект предполагал открытие 700 молодежных лабораторий по всей России, и 3 из которых были открыты в нашем университете. Какие, кроме вас? Помимо нас была открыта лаборатория искусственного интеллекта и лаборатория радиофизики. Ну, они как работают? Вы как-то общаетесь? Мы, конечно же, общаемся, интересуемся что-то можете делами сказать друг друга, да. Это наши коллеги. Например, школа математиков, выходцы из школы математиков открыли лабораторию искусственного интеллекта, которая занимается разработкой различных программ, которые бы позволяли предсказывать какие-либо процессы. Например, процессы разрушения вечной мерзлоты, поскольку эта тема весьма актуальна в наших широтах из-за потепления климата. А вечная мерзлота с каждым годом деградирует, что приводит к неустойчивости построек. Вот на базе искусственного интеллекта создаются такие программы, которые моделируют разрушение этой мерзлоты и позволяют предсказать, где тонко и где порвется скоро. Это в дальнейшем позволит планировать проектировку будущих строений, и вносить какие-то конкретные коррективы.
Радиофизики занимаются изучением радиации на живой организм, поскольку радиация, она может быть вредна, а может быть полезна, в зависимости от дозы. Небольшие дозы, они могут быть полезны, например, например, в медицинских целях, да, для лечения каких-либо онкологических заболеваний, например. Ну и большие дозы радиации используются обычно для обработки медицинских изделий, для того, чтобы обезвредить их антибактериальные свойства, чтобы они поимели. Ну и, соответственно, эти ученые занимаются изучением, как радиация влияет на живые организмы. Да, вот очень интересные темы. Меня даже распирает гордость за наших ребят якутских, которые действительно вот такие перспективные направления исследуют. А вот занятие наукой, вот для вас что самое интересное в этой научной деятельности? Вообще наука — это творчество, поскольку ученый, многие об этом не знают, он работает 24/7, поскольку творчество подразумевает, что человеку может прийти озарение какое-то, а это может случиться в 3 часа ночи, и поэтому приходится вставать, идти, сейчас уже за компьютер, что-то считать, пересчитывать, выяснять. Очень хорошо, что сейчас появился интернет. Раньше нужно было в библиотеку идти, а сейчас в любое время открыл книгу, которая находится где-то там в другом городе, и читаешь, и понимаешь, и анализируешь, что тебе пришло в голову, и сопоставляешь с фактами. Вот ваши ночные идеи, насколько они эффективны? Вообще ученым работается ночью. Лучше ночью. Больше и лучше, да? А вот с точки зрения образа жизни, вы же говорите, что надо очень много выкладываться, а чтобы сохранить здоровье, укреплять здоровье, что вы применяете? Конечно, как я уже говорил, это то, что мы пьем, что мы едим, поэтому я считаю, что чтобы сохранять бодрость и хорошее расположение, необходимо следить за питанием, за тем, что мы употребляем, стараться не употреблять жирное, жареное, острое. Вы уже этого придерживаетесь? Стараюсь придерживаться. Иногда хочется, но все же стараемся придерживаться. Ну и затем, конечно же, нужно соблюдать режим дня, хоть и приходится вставать в 3 часа ночи, чтобы что-то приоритировать, но в 8 утра нужно идти на работу, поэтому нужно рано вставать. Все ученые встают очень рано и ложатся тоже рано. Но приходится потом уже ночью, если что, вставать. Это позволяет создать семью? Да, многие считают, что ученые, они не из мира сего и не могут создать семью, найти вторую половинку. Конечно, если посмотреть на нашу лабораторию, это говорит об обратном. Недавно моя коллега защитила успешную диссертацию на соискание кандидата химических наук, тоже мать 3 детей. А вы лично? Да, у меня уже взрослая дочка, входит в 8 класс. Ой, поэтому не скажешь. В этом году начала изучать химию тоже. Тоже? Да. Что-то у него есть к химии вопросы, поэтому будем разбираться. А ваши родители были связаны с наукой, с высшей школой, с образованием? Мои родители нет, но у меня очень много родственников медиков. И вообще, и мать тоже медик. И вообще, я предполагал, что пойду в медицину, но если бы я так сильно не любил химию, я, может быть, и пошел бы в медицину. Но сейчас-то, конечно, уже. Ну вот с вашего рассказа выходит, что химия – это очень интересное направление, так? Вот что еще вы могли бы перед телезрителями и радиослушателями очень коротко сказать, потому что мы через минуту уйдем на перерыв. Я считаю, что нужно любить химию, не бояться ее и жить в гармонии со своим телом. И тогда все будет хорошо. То есть химия непосредственно связана со здоровьем человека, да? Вы в этом убеждены? Конечно. Ну и все, что нас окружает, это все химические элементы. Да. Поэтому получается, этот мир безграничный, он все в этом мире связано с химией, так? Да, верно, вы правы. Ну, действительно, очень интересный у нас разговор, и мы его продолжим буквально через некоторое время. А сейчас мы
будем прерываться на перерыв, рекламная пауза. Еще раз повторяю, у нас режиссеры это Мария Новгородова и Николай Слепцов-Айдын. Будьте с нами, во второй части будет еще интереснее. Приветствую дорогих телезрителей и радиослушателей. У нас очередная программа «Профессор доступно о важном», и тема сегодняшней передачи «Молодежная наука в Северо-Восточном федеральном университете». Гость в нашей студии Александр Михайлович Спиридонов, который является ведущим научным сотрудником, заведующим лабораторией полимерные композиты для Севера Института естественных наук СВФУ, кандидат химических наук. Ну вот вы рассказали о деятельности вашей лаборатории полимерные композиты для Севера, сказали о том, что вы делаете комплектующие резинотехнические изделия для автомобилей. Еще есть какие-то направления, которые занимается ваша лаборатория? Да, у нас в нашей лаборатории развивается несколько междисциплинарных направлений, одно из которых посвящено разработке полимерных композитов для медицинского назначения, поскольку большинство сейчас медицинских изделий выполняются либо из металла или из пластика. Поскольку для этого материала необходимо, чтобы он был биосовместимый, то мы занимаемся таким полимером, как полиэтилен. Всем знакомый полиэтилен. Только разновидность полиэтилена сверхвысокомолекулярный. Это прочный, износостойкий полимер, который используется в узлах трения не только техники, но и в узлах трения человека, в суставах. То есть вкладыши суставов искусственных выполняют из этого полиэтилена. Поскольку обычный полиэтилен, он в ходе эксплуатации он истирается, вот эти частички, они, попадая в организм, вызывают воспалительную реакцию, что приводит к необходимости проведения повторной операции по замене протеза. Средний срок службы протеза 15 лет. Не хотелось бы, наверное, человеку, который уже испытал эту операцию повторно, через 15 лет проходить на ревизионные какие-то действия. И поэтому основным научным направлением, которое развивается во всем мире, является максимальное продление срока службы протеза за счет упрочнения этого полиэтилена. Ну и, соответственно, чем и занимается наша лаборатория. На данный момент разработки проходят исследования в рамках лаборатории, то есть исследуются прочностные характеристики. И, соответственно, в будущем мы уже планируем получать патенты на изделия и выходить к производителям. Еще один полимер, могу рассказать, который мы сейчас изучаем, это полиэфир-кетон. Это специальный пластик, название его мало кому знакомо. Он является специальным, потому что помимо того, что он биосовместим, он еще и очень прочный, упругий. И модуль упругости его схож с той же характеристикой для кости. То есть он используется для замены костей. Например, в краниопластике, где необходимость возникает заменять дефекты черепа, которые возникают по тем или иным причинам. И, соответственно, этим пластиком заменяют эти дефекты, и мы разрабатываем этот пластик, который бы мог помочь таким больным. А кто подсказывает вам такие прекрасные идеи, и в чем вы сразу ощущаете, что в этом будет высокая потребность? Исходя из чего вы это направление развиваете? Прежде всего, для любого ученого первоочередная задача – это литературный обзор. Если в соответствии с этим обзором во всем мире развивается одно направление, исследования какого-то конкретного объекта, то, соответственно, ученый выбирает его и, чтобы быть в тренде, начинает его изучать. Помимо вас в мире этим направлением многие занимаются, конкуренция высокая, или вы считаете, что у вас есть нечто такое, которое будет действительно выстрелит, и вы будете в тренде? Конкуренция, конечно же, очень жесткая в мире. В России она тоже жесткая, поэтому необходимо постоянно быть в тонусе, изучать, чем занимаются коллеги из других университетов, и стараться, если не повторяться, то находить что-то уникальное, оригинальное. И тогда будет идти речь о конкуренции здоровой.
Вот ваши научные труды, сколько научных статей, где вы публикуетесь, и вот при этих публикациях все ли вы раскрываете, потому что есть же понятие, что-то такое сокровенное, которое до какого-то момента должно, так сказать, отлежаться. Вот ваше мнение. Да, есть такие, есть такие разработки, которые не хочется раскрывать. Что-то остается на черный день, что-то публикуется, что-то очень интересное. У меня разработок достаточное количество. Мало кто из ученых занимается подсчетом числа своих трудов научных, если не заставляют. То поэтому могу сказать, что на начало этого года более 50 было. В каких изданиях вы публикуетесь? Какие есть интересные журналы? Эти журналы, они, конечно же, не для всех. Это научные журналы, которые публикуются. Да, они публикуются как в России, так и за рубежом. Поскольку сейчас считается, что для того, чтобы исследования, разработка, они были поддержаны, необходимо публиковаться в изданиях из международных баз. Поскольку для ученых очень важным является донести до всего мира о своем исследовании, то поэтому я считаю, и многие так считают, что нужно публиковаться только в тех изданиях, которые издаются на международном языке, на английском. Ну вот вы написали те или иные статьи, и каков отклик? Есть ссылки на ваши работы? Конечно, ссылки бывают, и они, конечно, если работа интересная, то и ссылок будет много. Есть работы, в которых очень много цитирований. Есть обсуждение. Тут химия немного не про обсуждение, а она про цитирование. Да, ага. Вот смотрите, есть такое обывательское мнение, что наука это очень скучное занятие, ученые мало зарабатывают. Вот как вы, сталкиваясь с таким стереотипом, можете об этом говорить сегодня? Насколько это актуально? Мы с вами ученые, по нам не скажешь, что это скучно, поэтому миф развеяли мы сейчас уже. А касательно второго, ученые мало зарабатывают, тоже не согласен. Сейчас в России очень много мер поддержки для молодых ученых, и не только молодых ученых. Это и грантовая система, которая позволяет заявителю, молодому или другому какому-нибудь ученому, подать заявку на грант, и в случае поддержки фонд поддерживает ученого, и, соответственно, вот этот размер фонда, он является и заработком ученого. То есть сейчас в основном ученого поддерживает не только государство в лице Российского научного фонда, Министерства образования, но и негосударственные фонды. Вот какие есть возможности именно у молодых ученых сегодня, когда мы говорим о науке, вот насколько это направление популярно у молодых людей и чего ждать нам от молодых ученых? Сейчас молодому ученому прежде всего нужно как можно раньше защитить кандидатскую диссертацию, поскольку она дает уже путь в большую науку. Проблема является то, что аспиранты не спешат защищаются к 30. Поэтому очень важным является руководителю работать со своим аспирантом и наставлять его, и стараться, чтобы аспирант успел защититься в срок. После чего, когда молодой ученый становится кандидатом, для него открываются возможности участвовать и в грантах различных, которые я уже говорил, и, соответственно, у ученого появляется удовлетворение в том, что он делает. Ваши планы на будущее, вот вы кандидат химических наук, работаете ли над докторской диссертацией? Да, любой кандидат наук работает над докторской диссертацией, или, по крайней мере, думает о том, что над ней поработать. Я планирую продолжать заниматься развитием лаборатории, развитием своего направления. Сейчас, на данный момент, государство просит, чтобы разработки внедрялись в практику, поэтому сейчас интенсивно ищем партнеров, которые бы уже изготавливали наши изделия в больших промышленных масштабах и начинали уже внедрять их во все сферы деятельности человека. Вот этот поиск по какому методу идет и в каком поле вы должны работать, чтобы это увенчалось успехом? Вообще у бизнеса, у производственников
ходят слухи, что не нужно вкладываться в науку, поскольку наука это долго, это нужно 10-15 лет ждать, чтобы дождаться чего-либо. На самом деле я считаю, что нужно войти в контакт с крупными компаниями, нужно заставить, чтобы они поверили в тебя и поверили в твою разработку. И это будет обусловливать то, что контакт между производством и наукой, он установится. Но вы отметили связь с научно-производственным объединением «Звезда», да? Помимо этого, можете что-либо еще другие компании какие-либо с вами взаимодействуют? Или вы вот имеете какие-то подходы к началу сотрудничества? Ну, лаборатория, которая открылась несколько лет назад, мне кажется, это уже хороший шаг. Мы работаем дальше над поиском партнеров, над поиском тех производственных объединений, которые бы согласились производить и внедрять наши материалы. А вот по химическому направлению какие ведущие институты наличествуют у нас в стране? Всем известный Московский государственный университет, он является лидером по химическому образованию. Также известен Новосибирский государственный университет, Томский государственный, Питерский, ну и многие другие вузы. Я считаю, что когда речь встает о качестве образования и ведущих вузах, то речь идет не только должна идти о вузе, но и о самом студенте. Ведь если студент не будет проявлять должного внимания и не будет вкладываться в себя, в свое образование, в самообразование, а сейчас в основном во всех вузах большой упор делается на самообразование, то, естественно, он даже и в Гарварде не достигнет успехов. Поэтому я считаю, что и наш замечательный вуз, он тоже достоин выбора абитуриента. У нас есть прочная база научная, и у нас всячески поддерживают студентов в нашем вузе. И мне кажется, что это очень достойный выбор. Да, но вы сказали вот про Московский госуниверситет, Новосибирский. И можем ли мы сегодня сказать или немного в будущем о своей якутской школе химиков, вот таких ведущих? Вообще наша школа химических материаловедов университетская, она действительно знакома в России. Их не так много на самом деле, и мы все друг друга знаем, те, кто работает в России. Поэтому я считаю, что на российском уровне мы уже хорошо работаем. То есть вы уже в топе? Можно так сказать. Если говорить о научных разработках, которые ведутся в Северо-Восточном федеральном университете, какие еще направления, кроме химического, они являются передовыми, где мы можем говорить о якутской школе? Сегодня мы уже рассказали о математической школе, которая внедряет искусственный интеллект. Затем можно сказать про физиков. Очень уникальная база есть у автодорожного факультета, поскольку на их полигонах проходят испытания изделия, ну и вообще техника ведущих мировых производителей. Ну и я думаю, вы продолжите. Да, я думаю, вот сейчас как раз-таки период, когда выпускники определяются со своей будущей профессией, выбирают вуз, где можно учиться. Вы рассказали о нескольких направлениях, в которых Северо-Восточный федеральный университет преуспевает, да? Поэтому вот, обращаясь к нынешним выпускникам, что бы вы могли сказать о нашем университете, ну и, может быть, и о своем направлении? Ну, в первую очередь, я всегда школьникам, поскольку я занимаюсь со школьниками в рамках олимпиад всероссийских, международных, я считаю, что не нужно поддаваться каким-то популярным каким-то направлениям, идти туда, куда все идут. Необходимо слушать себя и идти, где душа лежит. Да? Например, если в мое время, когда я поступал на химическое, очень были популярны направления экономическое, юридическое. Ну, хорошо, что я обошел сторону юридический и поступил на химика. А сейчас популярными являются направления IT. Да? У нас очень развита школа IT тоже в университете. Как раз-таки лаборатория искусственного интеллекта, которая открылась вместе с нами, она наполовину состоит из информатиков и математиков. Поэтому, мне кажется, это классный выбор. У нас очень развита математическая школа в университете. Вот туда и можно будет
поступать нашим абитуриентам, если они хотят. Сделать свой выбор. Да, если они хотят IT быть. Вот вы в начале нашей беседы говорили о своей учительнице, которая привила вам любовь к химии, да? А вот обучаясь в университете, кого бы вы выделили в числе своих наставников, которые действительно являются теми людьми, которые могут способствовать, могут быть хорошими наставниками, кого вы могли бы отметить? Я могу отметить нашего профессора химического отделения Охлопкова Елену Алексеевну, которая является основателем научной школы материаловедов в СФУ. Она способствует продвижению наших разработок в России. Она также занимается и привлечением абитуриентов в университет, в частности на химическое направление. Мы вместе все дружной командой с молодыми учеными ходим во время приемной кампании, ловим абитуриентов, конвоируем в Йен. И, конечно же, это немного шутка. Конечно же, мы отбираем, ездим по школам, работаем с олимпиадниками, которые являются потенциально хорошими абитуриентами, потенциально хорошими студентами, и все стараются их пригласить к себе на свое направление. А вот из числа школьников есть ли у нас ребята, которые вот побеждают во всероссийских олимпиадах, и какими работами они представляют там себя? Пока что нельзя сказать, что регулярно наши школьники побеждают на всероссийских олимпиадах, занимают места, но это периодически происходит. Это, конечно, зависит в первую очередь от предмета, поскольку некоторые предметы традиционно в Якутии более хорошо посвящены, а некоторые менее хорошо. Ну и поэтому, например, в 2018 году я ездил в составе сопровождающего на Всероссийскую олимпиаду школьников по химии. Это моя была первая поездка с олимпиадником на Всерос, и он же там занял 3-е место. Ну вот по преподаванию химии, если говорить о каких-то вот критериях и успехов, это в основном город Якутск или еще какие-то муниципальные образования вы могли бы отметить как ведущих? Помимо Якутска и Республиканского лицея, также очень хорошо ведется работа с химиками в Намском Улусе, в Усть-Илданском, То есть не только улусах, в столицах, да? Да, не только в столице. Ну, я хотел бы вас поблагодарить, Александр Михайлович, за такой очень интересный, содержательный разговор. Мне кажется, что и телезрителям, и радиослушателям это было интересно. Хочу вот пожелать вам таких больших научных результатов, достижений, потому что вы занимаетесь очень важным делом, которое полезно для республики, полезно для России. Поэтому вам большое спасибо за то, что пришли в нашу студию, и у нас состоялся такой хороший разговор. Мы благодарим наших режиссеров Марию Новгородова и Николая Слепцова-Айты.